Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Есть профессии, представители которых рассказывают истории других людей. Военные корреспонденты среди них, они оказываются там, где происходят события, становятся свидетелями человеческих судеб, фиксируют историю и помогают увидеть ее тем, кто находится далеко от линии фронта. Мой сегодняшний гость несколько лет работал именно в этой роли. С начала специальной военной операции он неоднократно выезжал в зону боевых действий, встречался с военнослужащими, добровольцами, командирами, видел фронтовую жизнь такую, какую редко показывают со стороны, но однажды принял решение, которое изменило все. Решение не просто рассказывать о происходящем, а самому стать частью этих событий. О том, каковы реалии бойцов на передовой, что остаются за пределами новостных сводок, когда речь идет о фронтовой повседневности, человеческих отношениях, мы сегодня поговорим с Александром Хавренко, военным корреспондентом, членом добровольческого отряда «ГОТР». Саша, добрый вечер. Здравствуй, Ира. Ну вот я начала с того, что ты несколько лет ездила в зону СВО как военкор, ты один из первых наших военкоров, прошел специальное обучение. А когда вот впервые поймался на мысли, что недостаточно уже просто наблюдать и рассказывать, а нужно принять непосредственное участие? Это был 25-й год, середина, когда я понял, что у нас намечаются какие-то сложности с командировками, то есть командировок стало значительно меньше. И был еще такой один фактор, один человек как-то в разговоре позволил себе в мою сторону сказать фразу: ну ты же такой недовоенкор. Ну, то есть, как бы, вот вы ездите там, да, что-то показываете, но прям вглубь же вы не заходите. Ну, в чем-то он был прав, что, да, действительно, мы вглубь не заходим, хотя бы я не скажу, что ребята, которые работают в военкоре, что не до военкора, ну, каждому свое. И один из вариантов, который я рассматривал, как подтвердить, да, звание военкора и принести какую-то дополнительную пользу республике в плане освещения, это возможность самому пойти служить по контракту. И я пошел в БОТУР, подал заявление, потренировался, все как положено, и спустя 2,5 месяца подписал контракт. Угу. То есть главным мотивом было все-таки то, что нужно продолжать освещать события? Ну да, в том числе да, но было еще очень много факторов. Это один из основных. Да. У меня, например, дедушка прошел Великую Отечественную. Папа у меня был кадровый офицер. Он ушел в запас в звании майора и тоже кое-где поучаствовал. Брат у меня учился в военном училище и тоже за время учебы в военном училище тоже успел поучаствовать в кое-каком вооруженном конфликте. Получается, я самый младший из всех, и вот ничего такого не было. Это вот один из факторов. Ну и второй, это мне захотелось не просто пересказывать истории, да, бойцов, а посмотреть, как это на самом деле, прочувствовать на себе. Ну вот, собственно, я и пошел. Угу. А корни твоей фамилии ведь украинские? Да. Да, у меня дедушка с Украины, у меня папа родился, у меня папа родился в Краснодарском крае, но дедушка с Украины, у меня бабушка с Краснодарского края. У меня две сестры родились в Кривом Рогу, у меня брат родился в Луганске. То есть, да, у нас, я все детство проводил на Украине у дедушки. То есть, город Кривой Рог. Это территория Луганской Народной Республики сейчас. Нет, город Кривой Рог это сейчас, это Днепропетровская область. Я так понимаю, что это следующая, куда мы пойдем после Запорожья. То есть, я всю жизнь, все свое детство я провел на Украине. Я чуть-чуть понимаю украинскую речь. То есть, я всегда везде пишу, что я русский, во всех анкетах, но, тем не менее, мое детство очень тесно было связано с Украиной. И в таком случае вот этот конфликт, он же для тебя был более личную окраску носил с первых дней или нет? Да, потому что я помню, как, например, очень сильно поменялся Кривой Рог, когда мы приезжали туда в советское время, и потом мы приехали туда, я помню, очень хорошо помню 92-й год, когда Кривой Рог было просто не узнать. Он был очень грязный, он был очень пыльный, на улицах было очень много асоциальных, скажем так, личностей, да, очень много, чего при Советском Союзе там не было никогда. Это был процветающий, это был один из лучших городов Советского Союза. Это был всегда цветущий, ухоженный, красивый город. Огромный металлургический комбинат там стоит, и весь город на этом комбинате работал. После советского времени примерно 2/3 комбината закрылись, люди остались без работы, люди остались без средств к существованию, и повальная наркомания, алкоголизм, очень меня удручало то, что я видел на Украине после того, как Советский Союз развалился. И, конечно, я понимаю, что и до этого я ездил, да, вот там, например,
Донецк – шикарный город. Ну, если мы отъезжаем от Донецка на 20-30 километров, мы видим разруху, конкретную разруху. И ну, такого в такой стране, как Украина, в такой области, как Украина, такого быть не должно. Ну, страна богата много чем. Но, видимо, украинскому правительству нет до того, нет до людей, им надо набивать свои карманы, им надо придумывать какие-то вещи, которые будут оскорблять Россию, какие-то другие страны. То есть, ну, о своем народе им думать не надо. Ну, не думали они, пришли мы, теперь мы будем думать. А что стало последней точкой в решении вот, подписать контракт и почему именно с Ботуром? Последняя точка у меня была такая мысль. Вот есть ребята, которые служат по контракту в Ботуре. Я же ничем не лучше и ничем не хуже их. Почему я не могу? Я могу? Я могу. Я пошел и о Ботур, потому что, во-первых, очень много знакомых у меня прошли именно через Ботур. Ну и в Ботуре есть все-таки возможность выбора заключения контракта на 6 месяцев, на 8 месяцев, на 12. И для новичка, как я, да, для, скажем так, первохода, 6 месяцев – это идеальное время, чтобы проверить себя, понять, твое это не твое, все прочувствовать, пережить, и потом уже принимать решение продлеваться, может быть, позже заходить на более долгий срок. Ну, вот поэтому вот я выбрал именно Ботур. Ну и сейчас у тебя контракт закончился. Да. А как близкие отреагировали, когда узнали о твоем решении? Вот первое. Ну, больше всего меня волновала реакция жены, но она сказала, ну, ты принял решение, я понимаю, что спорить с тобой бесполезно, переубеждать тебя в чем-то бесполезно. Единственное, пообещай мне, что ты будешь аккуратен. Я сказал, я буду очень аккуратен, и на этом мы и сошлись, и она меня с чистым сердцем отпустила. Конечно, волновалась, переживала, но я старался не давать поводов. Она тоже в наших коротких переписках или там, когда удавалось созвониться, разговаривали, но мы старались вот этой темы военной не касаться, так, о жизненных каких-то вещах разговаривали. Чтобы ну, друг друга не нервировать, потому что ну, понятно, что полгода и я, и она находились в стрессе. Ну, ты говоришь новичок, но ты же был военкором, поэтому все-таки до того бывал там, и с Ботурами общался, да, и много видел, и много знал. Это помогало или наоборот лишние ожидания создавало? Нет, это помогало в том плане, что когда вот мы приехали, уже зашли на позиции, я там встретил очень много ребят, с которыми я встречался, когда подъезжал как военкор. То есть они, о, мы же помнишь, там в 24-м году? Я говорю, да, помню. Там, о, мы же там тогда-то, там-то виделись. Очень много таких ребят, и, естественно, они уже знают о том, что я военкор, я их снимал, они себя видели, они знают, зачем я здесь, что я делаю. Естественно, они как-то помогали. Они другим бойцам рассказывали, что вот военкор, он приехал для того-то, для того-то. Если он подойдет там поговорить, поговорите, не отказывайте. В таком духе. И, конечно, было немножечко такой момент, когда меня, ну, скажу честно, меня оберегали. То есть были моменты, когда меня оберегали в какие-то очень опасные ситуации, меня не брали. Я просился на зачистке, на кого мне сказали, нет, ты сиди, это не твое. На позиции, вот когда надо будет, зайдешь. А так пока работай здесь. Ну, я был на линии боевого соприкосновения. Наша деревня располагалась буквально в нескольких, там, в 3 километрах от ЛБС. Так что, ну, если кто-то думает, что я там отсиделся в тылу, нет, такого не было. Все через себя. А что оказалось совсем не таким, каким представлялось, когда ты все-таки смотрел на происходящее глазами журналиста? Очень быстро и очень кардинально поменялась сама война, сами боевые действия. Да, потому что, например, вот наш отряд Барс-2, мы прикомандированы к первой танковой армии. У нас танковая армия, я за полгода видел 1 танк. Потому что сейчас танки на войне совершенно не нужны, танк, он работает просто как артиллерия. Он приезжает, где-то из лесополки отстреляется и быстренько уезжает. Потому что только танк появляется там, где его могут достать дроны, в него летит все что угодно. Сейчас война дронов и артиллерии. Пока артиллерия дотягивается, мы стреляем. Как только мы врага отодвигаем чуть дальше, в то время, пока мы передвинем позиции, пока перевезем орудия, идет война дронов. Мы запускаем, они запускают. Крылья, Баба-Яга, Камикадзе, все вот это вот. Небо постоянно
очень быстро привыкаешь к тому, что ты вот так вот ходишь, ты смотришь вверх, потому что неизвестно откуда и куда что прилетит. И это поменялось вот уже в течение СВО, да? Да, да, я даже помню, например, мы когда приезжали в 22-23 году, вот ты едешь по дороге, едет, например, танк. Вот он едет, ну просто танк. В 24-м ты приезжаешь, на нем уже какие-то защитные сооружения, то есть какой-то мангал наварен, какие-то цепи висят. Сейчас они ездят, ну не знаю, чуть ли не железный гараж стоит сверху танка, потому что, ну вот это какая-то защита от дронов. То есть сейчас на войне главенствуют дроны. То есть танк Алеша уже сейчас невозможен, да? Сейчас уже невозможно, потому что на тот момент танки были у нас и у них, работали как танки именно. Ну, это была, танк, конечно, это же была танковая дуэль, а сейчас не то, что танковых дуэлей, там, не танкового сражения. А у нас был момент, уже когда мы там были, когда брали один населенный пункт, 3 танка заскочили в город, и обратно выехал только один. Буквально за 10 минут там налетел рой, и танки начали гореть. Просто ну, там невозможно на танке ездить. Ну и дроны, наверное, более стали, да, пробивные, более там прицельные, да? Сейчас у них очень, вот последние несколько недель, когда я там был, уже когда демобилизовался, смотрел новости, по фронтовым, да, позициям, скажем так, они чаще бьют дронами камикадзе. Ну, это небольшие дроны, но большой упор они сейчас ставят на крылья, которые вот летят у нас. На Москву, на Воронеж, на мирные города, туда летят крылья. И сейчас у них еще появились какие-то новые штуки. Это тоже крыло, но оно маленькое, оно очень маневренное, и его практически оно идет на большой высоте, и его не слышно. Если ты едешь на технике, оно тебя засекает и сверху там с 1000 метров, условно, да, оно на тебя пикирует, и ты ничего с ним сделать не можешь. Ты его не можешь не расстрелять, ничего, и только попробовать спрыгнуть с Урала, когда оно в тебя летит. Ну и то, там, несколько секунд у тебя как сориентируешься. А когда появилось ощущение, что ты уже не корреспондент в командировке, а полноценный боец отряда, подразделения? Да, наверное, с первых дней самое, скажем так, самое страшное для меня, да, я не стесняюсь говорить, что там страшно, там, да. Самое страшное для меня было это перемещение на технике, потому что для любого дрона пехотинец не приоритет, техника приоритет. И когда ты едешь на технике, ты понимаешь, что ты можешь быть атакован. На любой технике? На любой технике, будь то «Сокол», будь то «Урал», любая техника, она у дронов в приоритете. Ну, хоть мотоцикл, как наш Алеша Семенов. Да-да-да. Ага. И вот ты сидишь с автоматом, естественно, как только ты садишься в технику, ты снимаешь предохранитель, ты досылаешь патрон в патронник, и все, то есть ты уже боец, ты уже готов к тому, что если дрон прилетит, то мы все, вот кто здесь находится, мы будем отстреливаться, мы будем по нему стрелять. Вот тогда, то есть ты понимаешь, что там вот в этот момент ты уже не военкор, ты солдат. То есть у тебя в руках оружие, и ты в нужный момент должен уметь его применить. Угу. Ты провел вот эти полгода на Купянском направлении, да, если не ошибаюсь. Если вот без военных подробностей, насколько сейчас чувствуется напряжение на этом участке и по каким признакам вообще вот бойцы понимают, что это направление там остается одним из ключевых или? Ну, начнем с того, что у нас за последние несколько месяцев были серьезные успехи, я имею в виду у армии России. Серьезное продвижение было. То есть мы зашли на новые позиции. Там была у нас такая, ну, была федеральная трасса, она вот идет от Луганска до Харькова. И вот когда я приехал, федеральная трасса, она была как разграничитель. Да? То есть здесь мы, за федеральной трассой враги. Сейчас мы уже шагнули за федеральную трассу. То есть мы прошли уже довольно далеко. Ну там как, там сначала заходят штурмовики, они проводят зачистки, потом заходят наши ребята на дополнительную зачистку, то есть проверяют блиндажи, окопы на предмет оставшихся врагов, минирования, еще чего-то. Потом заходим мы уже, пехота заходит и сидим в блиндажах, то есть там нам важно обозначить свое присутствие. То есть, как сказал Владимир Владимирович, там, где наступила нога русского солдата, это Россия. Вот мы пришли, все, вот здесь уже вот до этой линии это Россия, это мы. Вот. И очень, например, заметно в нашем направлении мы очень редко слышали артиллерию с той стороны. Это говорит о чем? Что та артиллерия, которая дотягивалась, мы ее либо сожгли, либо они ее вывели, потому что, ну,
опасность большая того, что мы сожжем. Но, опять же, у них очень много дронов, и причем они же не скрывают того, что за них воюют все, кто угодно. И там, например, дроны, когда наши рэбовцы, радиоэлектронная борьба, перехватывает сигнал вражеского дрона, у них на экране прямо написано, то есть они видят то, что написано на экране у оператора дрона. У него написано «Небесная Мара», такой-то позывной. А «Небесная Мара» — это польские женщины-операторы. Это прям польское подразделение «Небесная Мара», которые запускают дроны, которые этими дронами управляют. То есть Польша... Да, то есть это наглядный пример того, что против нас воюет не только Украина, но и все, кто угодно. Ну вот, пожалуйста, Польша, Небесная Мара, польские, причем я подчеркиваю, что это женский батальон беспилотных летательных аппаратов. Люди часто представляют фронт как непрерывный бой, а вот насколько это соответствует реальности и вообще из чего на самом деле жизнь бойца складывается? Ну вот многие говорят, что а что, Барса, вы же там, вы же не воюете. Мы не воюем в понимании того, той войны, которую мы видели в фильмах, да, то есть там Великая Отечественная, Афганская, даже Чеченская война. Там стрелковый бой. То есть там у тебя автомат, у него автомат, вы друг напротив друга в окопах и друг по другу стреляете. Ура, в атаку, все побежали. Сейчас такого нет, потому что стрелковых боев нет практически вообще. И стрелковые бои могут быть у штурмовиков, когда они заходят. И то у штурмовика очень сложная задача, потому что ему надо... Там идет война лесополками. Вот смотрите, лесополоса. В ней сидим мы. Через 3 километра лесополоса, в которой сидят враги. А между ними 3 километра поле, открытка. Как только с одной или с другой стороны кто-то на этом поле появляется, сразу прилетает дрон. Сразу прилетает камикадзе, потому что, понимаете, что все время в небе висят разведчики. Наши разведчики, их разведчики, глаза, которые мониторят. Только увидели какое-то движение, штурмовая группа пошла, 3 человека. Тут же взлетает дрон и начинает их атаковать. Что касается нашего отряда, да, у нас основная задача — это закрепы. То есть мы заходим на позиции, и вот говорят, вы идете там, позиция, не знаю, вот я был, да, позиция называется Ташкент. Мы приходим, заросли, в этих зарослях, где-то через них пробираешься, там лисья нора. Это даже не блиндаж, это лисья нора. То есть это просто в земле вырыто углубление, где мы вдвоем с напарником, только можем поместиться, так, лежа в спальных мешках. И вот, то есть целый день мы сидим на улице, причем над нами летают дроны, мы не должны их никаким образом сбивать, атаковать, чтобы не спалить позиции. Да, чтобы не выдать себя. Ночью мы залезаем в лисью нору, над нами, опять же, мы слышим, как летают камикадзе, как пролетает над нами Баба-Яга. В этот момент начинаешь усиленно молиться, чтобы она улетела отсюда подальше, потому что более страшного звука, чем звук Бабы-Яги, на данный момент я для себя не представляю. Утром просыпаешься, выходишь, сидишь на улице и радуешься тому, что эту ночь ты пережил. 10 дней проходит, ты уходишь, на твою позицию заходят следующие бойцы. Ты в это время отдыхаешь. Отдохнул, и вот такая вот ротация. Потом появляются новые позиции, продвигаемся дальше. А был ли момент, когда ты особенно почувствовал цену самых простых вещей? Сна, тишины, возможности позвонить домой? Это почти постоянно было. Потому что есть ребята, которым было чуть проще, да, привыкнуть. Ребята, которые, например, приехали из деревень, да, то есть они там охотники, рыбаки, еще. И они часто без связи во время охоты? Я очень городской человек, прям очень. Я не люблю походы, какие-то рыбалки, охоту. Походы с ночевкой — это не для тебя, да? Для меня пережить ночь в лесу в палатке — это, что-то такое из разряда, может быть, когда-нибудь попробую. А тут 6 месяцев ты живешь в блиндаже. Естественно, у тебя там нет водоснабжения, газа, там, электричество есть, конечно, это хорошо, отопление. Иногда прям думаешь, какие мелочи. Например, я заметил, когда я уже демобилизовался, мы приехали в Новочеркасск получать документы проездные. И я вышел в город, я иду и ловлю себя на мысль, что я же сейчас иду, я не смотрю под ноги, а там все время смотришь под ноги, потому что мало ли что там сбросили за ночь. Я не слушаю небо, потому что там ты постоянно слушаешь, не летит ли что-то, не жужжит ли что-то. Кругом люди, женщины, дети, собаки, машины разных цветов, а не только цвета хаки. И какие-то
Там, знаешь, в плане еды, например, вот мне в какой-то момент очень хотелось шоколада. Вот прям захотелось шоколада. Хотя снабжение у нас было отличное. Но вот каких-то мелочей, знаешь, шоколад, лимонад, мороженое вот очень хотелось. И когда мы, например, приехали в Новочеркасск, заселились в гостиницу, я где-то, наверное, минут 25-30 я просто стоял под душем, наслаждаясь тем, что у меня есть возможность горячего душа. Ну, плюс там, конечно, поспать на мягкой кровати, да, после нар. Вот такие мелочи, но из этих мелочей, ну, когда ты на гражданке, ты желаешь чего-то там, да, там, хочу там машину, а тут ты хочу помыться, хочу белую простынь. Вот примерно такое. Но снабжение, ты сказала, хорошее. Ты вот увидела же своими глазами, как работает связь фронта и тыла. Вот что больше всего впечатлило в отношении земляков к тем, кто находится на передовой, что вот, ну, вот начнем вот эти подарочки, посылочки доходили? Да, конечно. То есть у меня получилось, мы приехали в конце декабря, то есть у нас были новогодние подарки, у нас были подарки на 23 февраля и подарки на 9 мая. То есть это две коробочки, одна коробочка от Министерства обороны, вторая коробочка от республики. Приходили, то есть сколько у нас человек, даже прислали с запасом, то есть у нас там определенное количество человек, нам присылают чуть больше, потому что там иногда мы своим коллегам военным что-нибудь там передаривали. Ну, в целом снабжение, вот само снабжение армии России, оно очень хорошее. То есть у нас был так называемый магазин, да, ну это склад, где хранятся продукты, куда приходишь и получаешь. Овощи, там, картошка, морковка, лук, все крупы есть, сгущенка, тушенка. Тушенка, кстати, там очень вкусная. Если кто-то увидит, такая красная желтая полоска, самая вкусная тушенка. Но я сейчас чуть ремарочка такая, в ближайшие полгода я, наверное, тушенку есть не буду. Вот. Тушенка, сгущенка, какие-то крекеры, вафли, печенье, кексы. То есть, ну, было практически все. То есть там кукуруза в банках, горошек, огурцы, помидоры консервированные. Было все, но хотелось иногда себя чем-то побаловать. Однажды нам на какой-то праздник или не праздник, в общем, одна из местных компаний прислала нам несколько тонн энергетиков. Чтобы вы понимали, энергетика – это топливо войны. Потому что все ребята на передовой всегда хотят и всегда пьют. И если есть возможность куда-то выехать на покупку, всегда покупают блоками энергетики. А тут нам прислали очень много энергетика. Вот мы их пили. Гуманитарная помощь, да, приходит не только из республики, ну, из республики, конечно же, да, то есть там и какие-то нам присылают посылки, там бабушки носки какие-то вяжут, шапки, ну, это естественно. Но бывает, что приходит гуманитарка и из других регионов. И, например, там регионы, в которых земледелие, да, хорошо развито, там присылают варенье домашнее, компоты, соленья, какие-то еще закрутки. То есть ты заходишь на этот склад, у тебя стоит там икра баклажанная от бабушки Гали из Воронежской области. У тебя стоит 3-литровая банка вишневого компота от тети Марины из еще там откуда-то. То есть вот оно есть, и как бы, ну, проблем с продовольствием, с питанием вообще нет никаких. То есть всегда, если ты хочешь есть, у тебя еда будет. Вплоть до того, что есть так называемые уставные сигареты. То есть прям приходишь, у тебя на складе лежат сигареты, которые Министерство обороны поставляет бойцам, потому что это вредная привычка, а ей подвержены многие. А возможности выехать у тебя не всегда есть, поэтому вот, пожалуйста. Так что снабжение очень хорошее. Плюс, ну вот, вещевое удовольствие, да, одежда. Нам выдали зимний комплект одежды, демисезонный комплект одежды, потом ближе к летом уже выдали летнюю форму, плюс спальный мешок, пенка. Ну, в общем, одели с ног до головы. Все очень теплое, комфортное, удобное, ну и продукты всегда в наличии, всегда в достатке. Ну, за этот год наверняка были события, которые останутся с тобой навсегда. Вот какой-то эпизод, который первым вспоминается или который больше запомнился? Да, первым вспоминается, конечно, вот, я приехал в деревню, где стояла моя рота, первая рота. И ко мне подходит товарищ, он же на тот момент опытный боец, он давно уже служил, и говорит, а пойдем, а не хочешь ли сходить на федералку? А это как раз еще тот момент, когда федералка была вот линия разграничения. Я говорю, пойдем. Мы походили,
там, окольными путями вышли на федералку, прошлись там трассы, и на ней стоит сожженная техника. Какие-то пикапы, какие-то автомобили. Мы что-то там поснимали. Тут же прилетел дрон, но мы от него спрятались, он прилетел, ушел. И мы пошли обратно. А там, когда возвращаешься обратно, ты спускаешься с федералки и идешь по оврагу. Значит, по оврагу здесь такой пригорок. И в какой-то момент, а мы идем, вот так идет португалец, Алтай, и я иду последним. И в какой-то момент из-за пригорка прям вот так вот поднимается дрон камикадзе. И вот он смотрит, и у него камера, и вот он этой камерой смотрит на тебя, и ощущение, что он смотрит тебе в душу. Это было секунд, наверное, 15-20. Мне показалось, что прошло, наверное, полчаса. А резких движений делать нельзя, потому что, ты вроде как в камуфляже, в лесу, может быть, тебя он не сразу и заметил, а начнешь двигаться. Очень точно он заметил. Да, и я как-то тихонечко начинаю подводить руку к автомату, чтобы хотя бы предохранитель был снят, патрон достать. И вот он поставил, и вдруг резко улетел. И это так вот, как будто бы с тебя просто железобетонная плита упала. Так легко стало дышать вот в этот момент. Может быть, это был наш, мы не рассмотрели. Да? Может быть, он увидел более приоритетную цель. Не знаю, что с ним случилось, но вот эти 15-20 секунд, они были очень страшными, потому что вот эта камера, которая смотрит тебе в душу, и ты понимаешь, что сейчас вот оператор просто чуть-чуть дернет джойстик, и этот дрон долетит в тебя, а там, убежать было почти нереально. А твоя оценка вообще вот цели СВО, она как-то поменялась или нет? То есть, если вот сейчас, вот прямо сейчас Зеленский с Путиным договорятся и вот остановят, как Зеленский предлагает, на вот этой линии боевого соприкосновения, какая есть, и всё. Мне кажется, это не вариант для России, потому что очень много мы в эту специальную военную операцию вложили, очень много жизней положили. И оставлять часть людей, которые... начнем с того, что мы же Луганскую область освободили полностью, а Запорожская и ДНР еще нет. И как мы вот эти ДНРовцы, они теперь будут с Россией, они хорошо, а вот эти ДНРовцы, они пусть остаются с Украиной. Нет, это неправильно. Вот когда мы освободим Донецкую Народную Республику и Запорожье, вот тогда уже о дальнейших каких-то планах, да, потому что эти регионы, они у нас в Конституции записаны, это наши регионы, мы не можем их просто так оставить. Вот когда эти регионы мы освободим и полностью займем, уже вопрос дальнейшего продвижения, вот он уже должен обсуждаться на уровне Зеленского, Владимира Путина, каких-то других людей, но останавливаться там, где мы сейчас, это ни в коем случае этого никто не допустит, потому что, тогда получается, мы обманем людей, которые нас ждут, которые живут в Донецкой Народной Республике, и они ждут, что мы придем и их освободим, потому что тех-то мы освободили, а соседи, они тоже этого ждут. Мне кажется, только в этом случае Донецкая Народная Республика и Запорожская область, после этого Херсонская, и после этого будем разговаривать. А пока вот эти три региона не будут полностью освобождены от укронацистов, договариваться не о чем. А если бы сегодня к тебе подошел журналист и сказал, что собирается работать на передовой, ты бы ему какой совет дал? Я бы ему посоветовал очень хорошо подумать, прежде чем на это соглашаться, потому что это тяжело не столько физически, сколько психологически, потому что, во-первых, не каждый человек, кто с тобой на передовой, кто с тобой служит в одной роте, не каждый захочет дать тебе интервью, не каждый сможет дать тебе интервью, не каждый командир сможет тебе понять, что ты военкор и какие-то дать тебе дополнительные преференции. Мне повезло, да, я там с кем-то как-то договорился, где-то что-то, то есть у меня была возможность, то есть я ходил с автоматом, все как положено, на дежурство, на посты заступал, но когда было время, я работал, записывал интервью ребят, еще какие-то вещи делал. Я бы посоветовал очень хорошо подумать, и если уже все решил, согласился, то подготовиться, естественно, если заходить через Ботур, это обязательно надо пройти курс подготовки в тренировочном центре, потому что ходить и бегать там придется очень много. И плюс ты уже там на этапе тренировок уже примерно представляешь, что тебя ждет, и понимаешь, сможешь ли ты это выдержать или не сможешь. Я не буду лукавить, я скажу честно, было у меня раза 2 или 3, когда по малодушию я уже думал, а не
написать ли мне заявление о досрочном расторжении контракта. То есть, в принципе, это можно, и никто в тебя пальцем за это тыкать не будет, ну, по большей степени. Потому что все понимают, что все мы люди, ну, выгорел. Но я как-то себя перебарывал и собирался так, ну, Саша, ну-ка соберись, что за детские разговоры. И на следующее утро проспался в этом же блиндаже. Ой, какой хороший блиндаж у меня, замечательный, теплый. Я, пожалуй, здесь еще побуду. То есть, а что-то было, какое-то событие этому предшествовало или просто вот накопившаяся усталость? Ну, и усталость накопившаяся. И, ну, иногда как, то есть ты выходишь, мы выходим там, да, в лесополке, выходим на дорогу, стоим, разговариваем. И тут начинает, один дрон прилетел, второй дрон прилетел. Вы начинаете их расстреливать, сбиваете. И ты думаешь, а ведь, ну, а зачем тебе это? Да? То есть ты мог спокойно сейчас сидеть в городе, там, на диване или там в офисном кресле и не бояться, что сейчас тебя прилетит камикадзе и все, и ты закончишься на этом. А потом думаешь, ну, не так это и страшно. Ну вот они сегодня прилетели, их там 5 штук, мы их позбивали. Завтра, может не прилетят. На следующий день ходишь по этой дороге, там, из одного блиндажа в другой ходишь там, в гости, чай попить к ребятам. Ничего не жужжит, ничего не приходит. Ну нормально, ладно, еще побуду. Ну, очень сильно, конечно, скучаешь, да, там, по родным, по семье, по жене, по коллегам, вообще по мирной жизни начинаешь скучать где-то, наверное, ну, практически сразу. Хочется какого-то, ну, опять же, да, комфорта, к которому ты привык, каких-то бытовых вещей. Потом у нас, мы когда заехали, я был очень сильно удивлен, что в каждом блиндаже, даже на передовой, есть интернет. То есть у нас прям был интернет. Ого. Все было хорошо, причем интернет был быстрый и хороший, но это было все до 4 февраля. 4 февраля мы просыпаемся, в гаджеты, интернета нету. Нехороший человек по фамилии Маск отключил весь сервис Starlink, который работал, и все, мы остались. Очень долго были без связи. А то, что вот Telegram сейчас отключают, говоря, ну, обосновывая это тем, что это вот необходимость для СВО, как там бойцы это воспринимают? То есть это... Ну, неоднозначно, потому что на СВО как раз-таки Telegram — это главный источник коммуникации. Когда еще вот до 4 февраля интернет был, все переговоры, все команды, даже там, все происходило в Телеграме. Там у всех были свои группы, то есть там была группа у саперов, в которой были и наши саперы, и, например, саперы Министерства обороны, которые писали: там-то, там-то, вы видели то-то, то-то. Кто поближе, подойдите, сходите, посмотрите, разминируйте. Артиллерия через Телеграм, например, там командный пункт стоял в одном месте, да, само орудие в другом. И командный пункт через Телеграм связывался там, по видеозвонку с командиром орудия и отдавала приказы на то, что, ну, на цели. То есть Телеграм в этом плане, он очень сильно помогал, и сейчас, ну, если его отключат, будет гораздо сложнее работать. Саш, вот если сравнить Александра Хавренко, который вот полгода назад туда собирался, и Александра Хавренко, который вот сейчас демобилизовался, вернулся, в чем между ними самая большая разница? Есть ли это вообще разница? Я надеюсь, что большой сильной разницы нет, потому что, ну вот я разговаривал с очень многими ребятами, особенно те, кто заключает 2-й, 3-й контракт, 4-й. С ними разговариваешь, а зачем тебе 2-й, 3-й, 4-й? Он говорит, а я себя, ну, в городе не нашел. Кто-то не нашел работу, кто-то просто себя не нашел. Кто-то говорит, а я себя нашел здесь, то есть я себя нашел на СВО, и я понял, что я здесь нужен. Кто-то говорит, я пришел к друзьям, я понимаю, что мне с ними разговаривать не о чем. Вот я очень надеюсь, что со мной такого не будет. Единственное, что я, наверное, начал проще относиться, скажем так, к слабостям людей. Если человек... То есть у меня, например, нет такого, да, что мы там воюем, а вы здесь по клубам ходите. Ну, мы добровольцы, это наше решение, добровольное решение. Мы его приняли, мы пошли. Он принял добровольное решение ходить по клубам. Ради бога, это полностью его. Все, вот последний вопрос. Когда все останется позади, что бы ты хотел, чтобы люди запомнили о тех, кто сегодня на СВО свой долг выполняет? Прям 3 слова. Самое главное, чтобы никто никогда не говорил, а я вот тебя туда не посылал. Вот все. И если этого не будет, все остальное будет прекрасно. Спасибо тебе большое. Спасибо за приглашение.
Спасибо за откровенность, за возможность слушать историю не из сводок, не из заголовков, а от первого лица. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.